Расскажи секрет, Ренат, вот все, по телевизору все смотрят. Сколько вообще всего детей у тебя, а? Похвастайся. Аллах шукр бит. Аллах шукр. Гаиля Бигзур. Сколько всего детей? Ну, я даже сам не верю иногда, но у меня 9 детей. 9 детей. Это учитывая, что за каждого второго дает 500 000, за третьего участок. А за остальных ничего. Салям! Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». Вы не поверите, сегодня у нас в гостях Ренат Валеев, популярный музыкант, баянист. Как хотите, говорите со своей любимой семьей. Мы этому, Ренат, очень рады. Бигзур Ахмед, давайте похлопаем друг друга. Спасибо, Руслан. Это у нас мы сегодня принесли подарок. Вау, еще и куштанаш. Да, конечно, наш куштанаш. Ребят, я в конце программы вас тоже угощу вашим куштанашем по татарской традиции Бигзур Ахмед. Но, Ренат, помощников у тебя сегодня много. Поэтому, я думаю, быстро мы справимся и приготовим что-нибудь вкусненькое. Ренат Валеев – композитор, баянист, мастер игры на народных инструментах. Родился в деревне Грибаново Сергачевского района Горьковской области. Окончил Казанский государственный институт культуры и искусств и Казанскую государственную консерваторию. Был основателем и дирижером оркестра народных инструментов «Казань-Нуре», а также художественным руководителем государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Музыкант, лауреат международных конкурсов игры на народных инструментах во Франции и Италии. Ренат женат, воспитывает 9 детей и 1 внучку. Итак, на нашей кухне остались настоящие повара. Давайте будем знакомиться. Ренат, как зовут твоего сына? Исмагиль. Исмагил. Салям. Я так понимаю, и вот из всех твоих детей это единственный, кто умеет готовить, да, Исмагиль? Да. Нет, готовить практически все могут, да, но он самый ярый такой повар. Ответственно, у него получается вкусно. Да. Ну, рассказывайте, что будем готовить. Мы будем сегодня сначала готовить традиционные татарские перемечи, ну, с нижегородским мишарским акцентом. К этому мы еще сделаем разнообразие, с грибами еще сделаем и с картошкой. А вот второе блюдо в основном мы доверим Исмагилю, вот он сам расскажет. Наверное, ну, давайте начнем пока с перемечей. Бисмилля рахман рахим. Итак, Исмагиль, давай, ты сегодня самый молодой, раздавай нам задание. Так, Этика будет месить тесто, получается. Ага, самое ответственное задание. Руслан будет шинковать лук, а я буду нарезать грибы. Так приятно, когда тебя называют Руслан, и сразу понимаешь, что тебе 40 лет. Спасибо. Ну что ж, начинаем. Тесто мы делаем таким образом. Так, мука. Да, мука, естественно, хорошая. Потом примерно пол-литра молока, 3 столовые ложки майонеза, яиц не надо, там уже яйца есть, и немножко щепоточку пищевой соды, соль немножко, и вот замешиваем это тесто. Ну хорошо, начинай, Ренат. Ну и вопрос, вот сегодня в начале программы, вот большая такая семья, твои любимые сыновья. Расскажи секрет, Ренат, вот все, по телевизору все смотрят. Сколько вообще всего детей у тебя, а? Похвастайся. Аллах шукр бит. Аллах шукр. Гаиля Бигзур. Сколько всего детей? Ну, я даже сам не верю иногда, но у меня 9 детей. 9 детей. Это учитывая, что за каждого второго дает 500 000, за третьего участок. А за остальных ничего. У тебя все мальчики в семье? Нет, 7 мальчиков. 7 мальчиков. Бог наградил, да, Аллах наградил 7 мальчиками и 2 девочками. Давай вот просто имена перечисли, потому что вот Исмагиль очень оригинальное имя. Мухаммед, я знаю, у тебя есть. Да. Самому старшему Расул зовут. Потом идет Нурислам. Их в студии сегодня нету. Потом идет вот Мухаммед, Абдельгазиз. Вот. Сейчас вот у нас главный повар сегодня Исмагиль. Вот. Потом идет... Ой, я уже запутался. Разрешаю подсматривать. Дочка Джамиля идет. Потом идет вот, Ибрахим. Самый 4 годика, который тут на гармошке пытался играть. У нас белобрысенький у нас этот Юсуф. Потом у нас еще Марьямка родилась недавно. Поздравляю, Ренат. Ну и скажем, конечно, зрителям, что
Это еще не предел ведь, Алла Берса? Ну, мы каждый раз думали, что это предел. Я думаю, что, наверное, на этом заканчивать, остановиться. Сегодня по твоим стопам я видел, пошел один из сыновей, который шикарно играл с тобой в дуэте, Аллах Ашкер. Кто еще, вернее, из ребят тоже пошел по твоим стопам и играет на гармонии? Ну, у меня старший пел. Потом научился играть на гармошке и на гитаре. Расул. Ну, он не пошел по этому, то есть он отучился в Турции, совсем не музыкантом. А потом, ну, все чуть-чуть умели. Вот и Мухаммед хорошо начинал играть на баяне. Но он в спорт потянулся, и его не стал тормозить. Габдельгазиз с детства хорошо пел, но тоже отказался петь. Но Ислам хорошо играть начал на фортепиано. То есть на слух сразу как бы, ну и тоже не захотел. Ну вот Ибрахим, мы уже думали, что никто не захочет играть. Вот он на домбре хотел научиться, потерял домбру и поэтому стал... Потерял домбру. Поэтому стал домбру. Хорошо, что когда-то Ренат Валеев не потерял гармонь. Не было бы сейчас заслуженным гармонистом Татарстана. Я сказал, что я больше ему ничего не буду покупать. Но вот он переквалифицировался, дома постоянно готовит. Все, что не попросишь, у него все хорошо получается. Как хорошо получается у Исмагиля, посмотри. Да, он вообще, у нас, когда много детей, мама не всегда может успеть. Он всегда накормит семью. Да, он всегда что-то разнообразное делает. То, что такие блюда, которые мы даже никогда не пробовали. Нет, неужели станет поваром? Нет, Исмагиль? Да, стану. Вот я уже с детства мечтаю стать поваром. Но ты знаешь, что повар – это очень надежная профессия. Всегда будешь сыт, Алла Берса. Даже если жена не умеет готовить, ты все равно будешь готовить сам. А татарские блюда вот готовил хоть раз? Мне это еще не приходилось. У нас татарские блюда дома готовит мама. А мама все-таки готовит? Да. Повезло. Мама готовит, сын готовит, папа на работе. Идеальная семья. Итак, процесс приготовления перемечей в самом разгаре. Лук порезали шампиньоны. Кстати, почему отложили мы часть? Часть шампиньонов нам нужна еще для следующего рецепта. Для второго блюда, хорошо. Так, что мы делаем? Жарим лук, шампиньоны? Да. Так, давай, лук отправляй сюда на сковородочку. Что делает твой папа? Ренат, расскажи нам, как у тебя с тестом. Вроде как ничего, нормально получается. Сейчас мы доделаем, чтобы это тесто должно быть мягкое. Потому что это тесто бездрожжевое, то есть желательно сразу делать. А ты согласен, многие женщины говорят, что тесто, оно любит, понимаешь, слушать, любит настроение человека, который готовит. Поэтому я прошу тебя еще раз что-нибудь задорненькое такое сыграть, Ренат. Хорошо, с удовольствием, но с Ибрахимом. Слушаем. А мы тем временем продолжаем готовить настоящие татарские перемечи. Наш главный шеф-повар. Рассказывай, что делаем. Сейчас мы добавляем фарш лук. То есть остаток лук идет в фарш. Да. Из какого мяса фарш? Скажи, пожалуйста. Из конины. Мы пробовали с разными мясом, да, ну вот именно с кониной оно вот именно вкусное получается. Но мы сегодня это проверим обязательно. Что-то добавляем, соль, перец. Да. Какие-то вот твои новшества есть, специальные специи, может, или что-то еще? Конечно. Расскажи, что добавляешь. Вон тут... Кориандр. Тут специй, кстати, очень много. Это все туда, да? Все в фарш. Да. Так, следующие специи рассказывай. Это паприка. Она дает пикантность и цвет. Слушай, ну ты точно будешь шеф-поваром. Также добавляем черный молотый перец. Так. Это гранулированный чеснок. То есть, если мы раньше чеснок резали, да, Ренат, то сейчас по-молодежному. Да. Ренат, вот скажи, пожалуйста,
все-таки, вот у меня, да, 2 детей, да, и то я не успеваю ничего. У тебя 9, как успеваешь? В чем секрет? Супруга молодец, везде успевает, не знаю, бабушка помогает. Или ты такой супер папа, как Супермен? Ренат, вот Да скажи. нет, Вот. я не думаю, что я Супермен. Наверное, если бы не бабушки и не помощники, ну, Бог помогает. Аллах ашкар, Аллах ашкар. Так, фарш у нас готов или что-то добавляем еще? Все, фарш готов. Фарш готов. Так, грибочки? Да, добавляем вначале кусок сливочного масла. То есть, видишь, тут растительный лучок. Отдельно пожарили. Да, добавляем сливочное масло. И грибочки. Да. Ренат, как с учебой-то происходит дела в семье? Ну, Кстати, не было проблем, что дети не поступали куда-то, например, там? Нет, это особых проблем нет. Я заметил, что у них у каждого свой какой-то талант есть. Вот, например, у нас Джемиля очень хорошо занималась тоже гимнастикой. И поздно пошла и перегнала всех, можно сказать. Мухаммед с Газизом, они учатся, ну, решили поступить в училище народных промыслов. Вот. Правда, Мухаммед сначала поступил в медицинский колледж. Ну, что-то ему там не понравилось, перешел. Вот, теперь Передумал. Передумал, теперь 2 брата учатся. А как, кстати, уроки делают? Вот, например, 9 детей, там, да, ладно, кто-то в садике еще. Старший помогает младшему, младший старшему? Или мама с папой сидят, уроки делают? Ну, они стараются друг другу помочь, да. Но если у них, конечно, есть и конкуренция, но в то же время они друг другу, ну, как бы стараются помочь. Какие семейные традиции есть, вот, Ренат? Расскажите, пожалуйста. Я стараюсь заложить именно национальные такие большие корни, как бы, чтобы, когда мы состаримся и когда они повзрослеют, чтобы они хотя бы что-то помнили. То есть мы, наверное, больше праздник делаем, ну, Гаед Байраме там. То есть стараемся собираться вместе. То есть больше на мусульманские праздники? Да, да. То есть Ураза Байрам. Ну вот я знаю, что ты ежегодно соблюдаешь пост мусульманский, да? А вот как семья, дети? Они в этом году уже несколько лет уже тоже держат. Старший всегда держал тоже, ну, как бы, они все начинают, как бы, у нас с 7-8 лет начинают уже держать. Ну, пример родителей, этого стоит. Так, грибочки у нас готовы, мы их отложим. Что у тебя, Ренат, расскажи. В общем, я раскатываю для формочки, для перемеща. Вот сначала так сделаем, примерно вот так, чтобы потом раз, вот разные стороны. Так, это, конечно, не такая простая работа. Именно вот это тесто как раз, ну, вся фишка в том, что она бездрожжевая, и она должна быть мягкой. Сразу же, пока... То есть раскатал и сразу да, делаешь и сразу как бы... Исмаиль, ты можешь сделать? Покажи мне, давай, возьми вот. Самая главная фишка, вот это такой секрет небольшой. Нужно сюда вот водичку. То есть в фарш добавляем водичку? Да, прямо не бояться. Такого я еще не видел, кстати, Да. Запишите, дорогие телезрители. Да, на килограмм вот примерно такое мясо. Ну, прямо вот почти вот этот стакан можно и наливать. Потом посмотрим. Вот так размешиваем тихонько. То есть смотрим. от этого они будут только сочнее? Да, они сочнее, они в собственном соку. Если правильно сделать, завернуть вот этот примеч, то есть он не будет вытекать. И, естественно, обязательно надо сначала с этим лицевой стороной готовить, чтобы оно не вытекло. Сейчас Исмаиль нам покажет, как же все-таки формируются эти мишарские перемечи. Давай, бери, пожалуйста, тесто, начинка готова, а я пока добавлю масло. То есть начинки много здесь не должно быть. Да, ну чуть-чуть побольше нужно. Немножко побольше. Чтобы она прожарилась, слишком много не добавляем. Есть первый мишарский перемеш. Вот такой он получается. Ну и отдельно хочу отметить, что Ренат сказал, Руслан, масла много не надо. То есть у вас нестандартный такой, абсолютно вариант другой, приготовления перемечей, когда масла много, они прям варятся, окунаются, нет. жарятся. Да, такого не должно быть. У нас наоборот, он должен быть сухой, а внутри должен быть бульон. Ну а я сейчас попробую сделать перемеч своими руками, так скажем, с современной начинкой, не как у всех, с картошкой. Посмотри, пожалуйста, Ренат, вот все-таки много, мне кажется, да? Да, многовато немножко, да. Привык, чтобы начинки было много. Хотя, наверное, зрители думают, если перемечи мишарские, то наоборот начинки может и не быть. И вторую мы сделаем, так, ложечку, грибную. Таким образом мы сейчас все перемечи соберем и начнем их обжаривать. Прошу, не останавливайся, Исмаил, не останавливайся.
настоящих профессиональных умелых рук налепили перемечи. Перемечи, кстати, с фаршем получилось у нас намного больше. Здесь у нас перемечики с картошечкой и грибами. Мы их отправляем в духовку. А вот эти будем жарить на масле. А также перемечи можно смазать яичным желтком с паприкой. Это придаст насыщенный вкус и цвет. Вот они ноу-хау-то от молодежи. Давай, мы не против. Так, сейчас у нас закипит масло. Так, бисмилляйте. Ответственный момент доверяю тебе. А самое главное, чтобы не забыть лицевой стороной. Вниз. Да, вниз. Для чего это делается? Это для того, чтобы естественный сок, когда выработается, чтобы он не успел выйти. А, чтобы он остался внутри. Да, внутри, да, бисмилля. Так, опа. Вот так вот очень красиво, интересно мужчины жарят настоящие татарские перемечи. А у нас, дорогие друзья, небольшая рекламная пауза, после которой мы приготовим еще одно очень интересное блюдо. А сейчас дожариваем, работаем. Это отправляем в духовочку. Перемечи с различными начинками. Мы делали перемечи из 3 начинок. Для первой из отварного картофеля и молока сделали пюре. Для второй начинки фарш из конины смешали с измельченным репчатым луком, добавили кориандр, паприку и гранулированный чеснок. Приправили солью и перцем, влили стакан воды и хорошенько перемешали. Для третьей начинки лук обжарили на растительном масле, затем добавили кусочек сливочного масла и нарезанные шампиньоны. Приправили солью и перцем и обжаривали до готовности. Из молока, майонеза, соли, соды и муки замесили пресное тесто. Тесто разделили на небольшие кусочки и раскатали в лепешки. В середину каждой лепешки положили подготовленную начинку, края приподняли и защипали. Перемечи с картофельным пюре и грибами выложили на противень, смазали смесью из яичного желтка с паприкой и отправили в духовку на 30 минут. Перемечи с кониной обжарили во фритюре. Дорогие телезрители, это программа «Секреты татарской кухни», секреты своей семейной жизни рассказывает сегодня Ринат Валеев. 9 детей у Рената, и один из этих талантливых детей очень вкусно готовит. И это... Исмагиль. Дорогие друзья, в первой части нашей программы мы испекли, зажарили, да, в общем, перемечи готовы из 3 начинок. Все это мы попробуем в конце программы. Ну а сейчас человек, который хочет в будущем стать шеф-поваром, расскажет нам еще один рецепт. Давай. Сегодня мы будем делать рецепт, он называется «Ханская лодочка». Вот для этого пока папе дадим, пусть порежет лук, а вы тогда пока будете обжаривать фарш. Так, для перемечей мы использовали фарш из конины, а это фарш? Из говядины. Из говядины, хорошо. А ты пока подержи, я буду развешивать лодочки. Что за интересный процесс? Расскажи, пожалуйста. Это процесс для того, чтобы они зафиксировали свое То есть вот форму, такое да? положение, форму вот такую. Их вот так вот развешиваем. Расскажи, пожалуйста, что за специальные лепешки? Это называется мексиканская тортилья. Она делается из кукурузной муки. Ну, конечно, можно, как в нашем случае, использовать из обычной. То есть можно такие же лепешки, как на костыбы, например, нет? Да. А мы пока отправляем эти лодочки в духовку на приблизительно 5-6 минут. Так, прошу, аккуратненько. Ага. Скажи, пожалуйста, откуда этот рецепт? Я нашел этот рецепт в интернете и немного его усовершенствовал для этой передачи. То есть у нас получается такой татарский рецепт уже? Да. Так, какие у нас ингредиенты? Болгарский перец, помидоры, лук, грибы опять-таки, кстати. Да, и красный перец острый. Хорошо, Ренат, мы сегодня, кстати, не говорили о творческой жизни твоей. Расскажи, пожалуйста, что новенького, жизни? да? Творчество у меня так же, как обычно, то есть идет своим чередом, как говорится. Гастролей всегда много, в общем, скоро вот в Алмату поеду. На той передаче у меня еще не было диска. Вот последний год я выпустил диск. Это из прошлой, и с новыми композициями набралось 110 треков. 110 треков. Вот это да. Я пока дам вам лук, Руслан, вы его... Так, лук мы тоже обжариваем. Да. А пока мы с Атикой, вытащи, пожалуйста. Я вытащу. То есть уже готовы они? Да. Готовы Буквально тортилью. прошло очень мало количества времени. И вот они в формочке ханской лодочки, кстати. Вот.
Ну и внутри будет начинка. Да. Так, посмотри, пожалуйста, кстати, фарш. Будем добавлять специи, соль. Да. И, кстати, ты можешь добавить уже грибочки к нашему луку. Так. Так, кстати, ну вот оба такие, да, насыщенные у нас блюда, получается. Да. Непростой процесс выбрал у тебя сын, Ренат. Это точно, да. То есть и в конце мы все это смешиваем и начиняем нашу лодочку. Я угадал? Да. Все ингредиенты у нас готовы, и сейчас мы начнем все смешивать. Где будем смешивать? В казане. Так, перчик, 2 перчика, помидорки. И грибочки с луком. И перец чили мы тоже добавили сюда. Это уже отдельно блюдо хорошее получилось, мне кажется, Ренат. Без ханских лодочек. Да. Это вообще оригинально. Очень красиво и аппетитно. Мы нарежем салат айсберг, Для чего салат? чтобы загрузить его на дно лодочки. То есть это будет такое основание. Да. Так, ну все, давай собираем. Давай подробно расскажи нам, как все это делается. Берем, приоткрываем лодочку, добавляем вниз То есть на салат. самое дно. Да, салат. ну, зелень, в общем. Любую зелень можно, да? Это правильно? Простой салат можно. И далее. Добавляем саму основу. Размешали Но хорошо. самое главное здесь, чтобы не треснула лодочка. Да, это самое главное. Ну, а что-то еще можно добавить? Вот? Да, можно сверху натереть сыра. Ну да, такие блюда с сыром не испортишь, это точно. Да, это факт. Так. Ну, во-первых, блюдо выглядит очень современно, очень красиво. Ну и, я надеюсь, очень вкусно. Поэтому скорее накрываем на стол и попробуем все наши блюда всей большой семьей. Ханские лодочки. Для того, чтобы получить основу для блюда, собственно, сами лодочки, мы пресные лепешки сложили пополам, развесили на решетке и отправили подсушиться в духовку на 5-6 минут. Говяжий фарш обжарили в казане на растительном масле, на отдельной сковороде обжарили репчатый лук с шампиньонами и добавили в казан к фаршу. Далее в казан положили нарезанные кубиками болгарский перец и помидоры, затем добавили измельченный перец чили, кориандр, паприку, гранулированный чеснок и приправили солью и перцем. Салат айсберг нарезали крупными ломтиками и поместили на дно лодочки. Сверху салата поместили подготовленную начинку. Дорогие наши зрители канала ТНВ, посмотрите, пожалуйста, какая замечательная семья перед вами, и они, ну как они, мы втроем приготовили для них вот такой красивый обед. Ребят, хорошо, к столу. Да, вот такой момент. Кто что желает. Вот нижегородские перемечи обязательно подаются. Дай мне, пожалуйста, один перемечек. Да. Так, вот расскажи, что за котык вот так? Неужели Это настоящий деревенский котык? Да, это специально деревенский котык. Это приготовил наш Смогель тоже. Так, давай я На вот... закваске. Кстати, заметьте, дети, пока папа не попробует, никто ничего не берет. Угощайтесь, балалар, давайте, угощайтесь. И обязательно вот так вот с котыком прямо макаете. Так, и прямо ну-ка, съедите. ну-ка. Настоящие мишанские перемечи. С настоящим деревенским котаком. Ренат, я уже, когда мы начали готовить, понял, что невкусным у нас сегодня не должно быть ничего. Поэтому 10 баллов из 5, Бигзур Ахмед. Ну и твоему сыну, конечно, отдельно большое спасибо. Уверен, ты будешь одним из лучших шеф-поваров нашей республики. Спасибо, Рахмат. Ренат, большое спасибо еще раз вам, вашей семье. Барозгада Бигзур Ахмед. Показали, что такое быть настоящим папой из большой буквы, который еще и при этом вкусно готовит. Бигзур Ахмед. Спасибо. Ну и, Спасибо, конечно, Руслан. финальная композиция от вас хотелось бы услышать. Это за нами не постоит. Прошу.
Рената Валиева. Пока-пока. Свободны. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube.